Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 2 апреля, мой день рождения. Спасибо вам, мои хорошие, что вы меня поздравляете. Мне очень приятно. Желаете мне здоровья, успехов, чтобы мой канал процветал. Мне это очень приятно. День рождения пришлось отменить. Я запретила детям приходить ко мне. И отменила день рождения, потому что у меня карантин на 14 дней. С 1 апреля у меня положительный тест. Назначили мне лечение, больница мне дала вот такое лекарство, набор лекарственный. Мой старший внук Кирилл сходил в больницу и забрал. Тут опись тоже есть. Что тут внутри? Таблетки азитромицин внутри и парацетамол. Бесплатно. Из больницы. Натоме спасибо большое, что заботятся о нас. Купили сами отдельно противовирусные. И назначили мне цифтриаксон. Уколы. Сильные антибиотики. Я не знаю, где я могла заболеть. Недельки 2 тому назад обследовалась в больнице, проходила медосмотр, но еще не до конца. Я стою на учете диабетом, и мне каждый год весной надо проходить комиссию. Анализы не успела сдавать. Еще до монастыря я стала себя плохо чувствовать. У меня легкие головокружения были, головные боли, боли в суставах и начались маленькие одышки. Я в одном очень радуюсь, что я успела съездить в мужской монастырь, успела заказать службу. Спасибо, отец Тихон мне помогал. Я же не знаю, что мне делать, как делать. Спасибо ему большое, он мне все подсказывал, учил, как делать. Я также сделала. И теперь я знаю. Спасибо большое отцу Тихону. Я ему желаю здоровья. Здоровья всем, кто в монастыре. Здоровья нам всем. Всем вам, моим подписчикам, зрителям моего канала. Всем я желаю самое главное здоровья. Ведь если здоровья нет, то ничего нам не надо, оказывается. 30 марта я думала помянуть с родственниками Виктора. Всем я позвонила, все должны были прийти. И я 27-го вечером заболела, почувствовала себя плохо, боли в суставах, на ногах, головокружение, температура 37, боли немножко в горле и были сильные одышки, боли в груди. А 28-го утром немножко было лучше, но когда я начала ходить, у меня почему-то всегда были одышки. Но, наверное, я и до этого болела, потому что, когда я ходила, у меня были всегда одышки. Я думала, я сильно поправилась. Да, я за зиму поправилась. И себя ругала. Хотя я много не ем, стараюсь ни мучного, ни сладкого не есть. Питаюсь так-то я нормально. 28-29 я также болела. И 30-го я принимала ингаляцию. Думала, простыла, что-то плохо дышать. В день по 4-5 раз. Что-то ничего мне не помогло. Я решилась после обеда сходить к врачу. И почему-то мне в голову пришло, не вирус ли у меня. Боли в суставах, головные боли, температура, хотя маленькая, одышка, головокружение, боли в груди. Болело еще сердце. Специально у нас открыли кабинет отдельным входом, инфекционный. Я туда ходила, посмотрели меня, сказали, что-то на ковид не похоже, наверное, ОРЗ. Прописали мне противовирусный, уколы мексикан. И встретила я терапевта Урал Маратович зав. Отделением. Весной и осенью с диабетом лежу. После похорон сына
тоже с сердцем лежала у него. Спасибо ему большое. Всегда идет навстречу. Всегда с ним советуюсь. Дай Бог ему здоровья, его семье, детям. Пусть процветает его клиника. Помните, когда я поясницей заболела, я у него в клинике получала системой. Очень хорошая клиника, мне очень понравилось. Добрые, приветливые медсестры. Не думайте, что я рекламирую. Просто говорю, как есть. Осмотрел меня Урал Маратович. Тоже прописал сердечные препараты. И то, что я весной и осенью принимаю. Инфекционным сдала я тест на ковид. Я дома начала принимать все лекарства, а мне лучше не становится. Все хуже, хуже. И 1 апреля мне звонят, что у меня тест положительный. А я не верила. Я говорю, сегодня 1 апреля, никому не верю. Но мне объяснили, что это не шутка, что с 1 у нас карантин, никуда не надо ходить, никого не надо домой пускать. И назначили лечение. А ночью 1 мне стало еще хуже, сильные одышки. Я спала открытой форточкой. 1 раз даже выходила на улицу дышать свежим воздухом, где-то в 4 часу ночью. Сегодня интересовались утром, как я себя чувствую из больницы. Я сказала, у меня так-так. И мне сказали, собирайтесь, через час приедет скорая, заберет вас, отвезет в город проходить КТ. На всякий случай приготовьте документы и вещи. Вдруг положат. Я приготовилась, дети пока дома одни остались. Вечером должна была прийти Юля, с мальчиками остаться. Нас 3 повезли, и я прошла КТ. У меня легкие не поражены. Меня домой отправили. Также скорую я привезла до дома. И продолжаю лечиться. Уколы делаю сама, лекарства пью, постельный режим. В основном лежу. Спасибо нашим докторам, что заботятся о нас. Температура пока есть, но вот лечусь. Видимо, у меня болезнь легкой формы, хотя я себя чувствую плохо. Велели мне вести дневник утром и вечером, температуры, сердцебиение, сахар. Все это писать в тетради. Обильное питье. Варил я вишневый компот, пью чай с лимоном. Лайм мне еще принесли дети. Пью чай с малиной свежей, с медом. Завариваю мяту. Вот так лечусь. Я знаю, что вы мне сейчас напишите, что я делала прививку. Да, я одну прививку делала. Делала я прививку «Спутник». И через 2 недели я заболела, а должна была через 21 день сделать 2-ю прививку. Я ходила и предупредила, что я заболела и до сих пор болею. У меня был кашель, и мне дали метадвод. Кашель у меня не прекратился, сколько бы я не делала ингаляции, поэтому 2-ю прививку не смогла делать. А сейчас уже вот ковид. Я не знаю, у меня ковид легкой формы, может поэтому, что я сделала 1-ю прививку. Я не могу сказать. Лекарства вовремя принимаю, укол вовремя делаю. Я не знаю, конечно, как получилось, что я заболела. Везде я в масках. Видимо, маска не помогает. Раз по всей стране ходит вирус, ничего не поделаешь. Многие болеют. Вот поэтому вы, мои хорошие, тоже знаете симптомы, какие у меня, я вам рассказала. Вы, конечно, не болейте. Если в крайнем случае заболеете, успейте обратиться вовремя к врачу, чтобы не было осложнений. А я поняла, что я обратилась вовремя. Пока, конечно, я улучшения не чувствую. Вот я сижу, у меня слабость, потливость. Хочется лежать, спать хочется постоянно. Я думала, что я ленюсь, себя ругала. А оказывается, я заболела. Но ничего, я сильная, я оптимист, я выдержу, я выздоровлю. Не дай бог, чтобы еще дети мои заболели. Внуки и внучки. Я очень переживаю. Кто у меня в друзьях ВКонтакте, мои подписчики, они уже все знают, что я болею, желают мне здоровья, поскорее выздороветь. Они меня поддерживают. Спасибо всем родственникам, знакомым, подписчикам.
Всем большое спасибо. Я немножко устала. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.